Добрый день, дорогие телезрители! Это мы вам покажем. Технология производства ремесленного хлеба существует уже очень много лет, несколько тысяч лет. Но с появлением новых технологий ремесленный хлеб почти утратил свою популярность, но в последнее время он все же снова набирает обороты популярности. Чем же он так пользуется спросом, в чем его польза? Об этом и не только мы сегодня будем говорить с Натальей Старостиной, которая знает о ремесленном хлебе все, ну или почти. Почти все. Почти все. Здравствуй, Наташа. Здравствуйте, добрый день. Очень приятно с тобой встретиться. Я уже вижу, что мы что-то сегодня будем готовить, что-то наверняка очень вкусненькое, но прежде чем мы приступим к этому, давай немножко познакомимся, расскажи немного о себе, познакомься с телезрителями. Хорошо. Итак, меня зовут Наталья Старостина. Я занимаюсь ремесленным хлебом не так давно, пошел вот 4-й год, скажем так. Я вообще занималась до 2019 года совершенно другим делом, у меня был другой совершенно бизнес. К этому ремесленному хлебу, крафтовым продуктам, вообще натуральным продуктам я пришла совершенно осознанно. И как бы вынужденно, скажем, не очень такие хорошие обстоятельства, это болезнь детей. И уже осознанно, уже понимая, что надо переходить на правильное питание, на хорошие продукты, я начала изучать и совершенно случайно попала к Дмитрию Павлицу. Это чемпион России, уже несколько лет он занимает первые места по ремесленному хлебу, по хлебопечению, по кондитерскому искусству. Вот к нему попала, познакомилась, и меня прям заусило, я поняла, что это мое, и мое увлечение уже переходит прям в профессиональную деятельность. Я очень много обучаюсь, открыла цех вот в пандемию в 2020 году и продолжаю сейчас тоже заново. Совершенно в другую заново сферу открыла ушла. Новый свой цех, уже свой собственный. И сейчас уже так более серьезно отношусь ко всему. Ну и интересно, конечно, те, кто не знают, да, к примеру, это я, да, чем отличается ремесленный хлеб от обычного, вот в чем разница? Разница большая. Во-первых, ну, так не переходя в научные термины, мы скажем так. Во-первых, ремесленный хлеб, он готовится не на промышленных дрожжах. То есть на производстве он не выгоден, потому что невозможно его быстро готовить. Каждый вид наименования хлеба готовится 2–2,5 дня. То есть на это у меня уходит такой процесс такой довольно-таки длительный. И его нельзя делать в производственных больших масштабах. Это и невыгодно. Поэтому такие ремесленники, как я, крафтовики, да, вахтовики. Ну вот, ремесленники готовят вот такой вот хлеб. То есть это ремесленные лавки, сейчас это очень, даже скажем так, модное стало течение. Ну, а у меня как бы веяние не моды, а вынужденные жизненные факты, которые привели меня именно к правильному питанию из-за детей. Да, хотелось бы как бы уже воспитать такое правильное, здоровое поколение. В ремесленном хлебе не используются промышленные дрожжи, это закваска, это дикие дрожжи и молочно-кислые бактерии, которые улучшают флору желудочно-кишечного тракта. Ну и, естественно, если у вас все в порядке с кишечником, с желудком, у вас усиливается, укрепляется иммунитет. Значит, вы здоровый человек. Но сегодня мы что-то тоже интересненькое будем готовить. Да, сегодня да. Сегодня мы приготовим еврейский хлеб пита. Он совершенно без дрожжей. Без дрожжей. Здесь у меня уже приготовлено порядка 350–400 грамм муки, половина чайной ложки соли уже здесь. Это тесто заварное. Сюда же мы добавляем в центр, делаем углубление, заливаем только что вскипевшую воду, порядка 30 мл оливкового масла. И очень осторожно, чтобы не обжечься, вначале мы замешиваем тесто лопаточкой, там, у меня деревянная ложечка. Я вообще уже, раз у нас крафтовый ремесленный хлеб, то мы обязательно пользуемся деревянными. Я пользуюсь только деревом, деревянными ложками. Да, и дальше уже замешиваем вручную. Тесто довольно-таки упругое, эластичное. Мы должны его замесить руками. Потом сейчас выложим все это на стол, замесим на столе.
И оно должно у нас отстояться буквально 20 минут. Сейчас, когда кипяток разошелся в тесте, в муке, уже не так сложно его замешивать. Так, сейчас мы это сделаем очень быстро. Так, пита, да? Пита называется, да. Откуда Этот хлеб, пришло? это простая лепешка. Ага. Внутри образуется при, это не запекание, а жарим на сухой сковороде, будем жарить. При обжаривании между слоями теста образуется полость, да? Значит, воздушная. Угу. Такой кармашек. И вот этот кармашек, эту питу можно использовать просто как лепешку, употреблять, то есть не использовать. А можно делать, вот, у меня дети очень любят типа фастфуда, да? Ну, такого здорового. Ну, любую такой полезный начинку, более, да, да? любую начинку, более, да. Сегодня мы приготовим начинку из фарша говяжьего. Да, вот уже у нас Более стоит такой фарш. вариант, так как у меня ребенок спортсмен, футболист, ему нужно очень большое потребление белков, чтобы было много энергии, и он любитель фастфуда, в общем, как и все дети. Но стараемся, конечно, следить за их питанием, поэтому я, когда есть возможность и время, я готовлю сама все дома. Это тесто мы не ставим в холод, то есть не в холодильнике, При комнатной а температуре. при комнатной температуре. Видите, оно совершенно не прилипает к рукам. Угу. Будет сейчас эластичная, гладкая. Все. Так, мы его... Да, и мы его Пакет? просто в пакетик пищевой, чистый, и отставим отложим. на 20 минут. Вот продолжая разговор наш о ремесленном хлебе, да, все-таки это больше, ты сказала, ручная работа. Это ручная работа. Крафт и ремесленничество – это только ручная работа. То есть там формовка хлеба идет ручная. Никакого, вот на больших производствах, на комбинатах хлебных, да, пищевых, есть прям аппараты такие, которые формуют прям граммовку. То есть он раз отрезает кусочек теста, тут же подъезжает на контейнеры с формами для хлеба и прям падает хлебушек, все, он уходит на расстойку. У меня же все ручная работа. То есть это ручная работа, начиная. Замес, конечно, я делаю в тестомесе. Кое-какой хлеб безглютеновый, например, он замешивается вручную. Вот как раз таки о видах ремесленного хлеба хотелось бы поговорить. Их существует большое количество. И в чем вот разница у них? Ну, разница, во-первых, сейчас очень модно, да, пошло там глютеновый, с содержанием глютена, без глютена. Для Да, похудания, вот правда для ли? похудения. Да, есть такие виды. То есть есть конкретно, я в линейку ввела безглютеновый хлеб, кстати, опять-таки, это было вынуждено, я очень долго шла к безглютеновому хлебу, нам он не показан. То есть, когда люди совершенно здоровые люди отказываются от глютена, там, от пшеничного хлеба, да, я вообще к этому отношусь отрицательно. В каждом хлебе есть пищевые волокна, в том числе и в пшенице, особенно в цельнозерновой муке, там, даже в высшем сорте, если это мука очень хорошего качества, да, и не мелкого помола. Есть волокна, которые очищают кишечник. А когда люди, начитавшись новомодной литературы и отказываются от глютена, то это не есть хорошо. Хлеб нужно употреблять. Но хлеб нужно употреблять правильно. Не тот, который на быстрых углеводах, да, и нарушается как бы флора, там, предположим, метеоризм у них к столу будет сказано, да, и всякое такое, то у ремесленного хлеба таких свойств нет. Он очень долго переваривается в желудке. Даже если эти углеводы, они не быстрые, они переходят в энергию, ну, дают энергию, да, там очень много, большое содержание белков, витаминов, аминокислот и так далее. Я сейчас уже не буду говорить. Также есть хлеб для похудения, да, там, это опять-таки хлеб с отрубями. Неважно, пшеничная или ржаная мука с отрубями. Псилиум – это семена подорожника, да, индийского. Семена чиа. Чиа семена вообще это профилактика онкозаболеваний. То есть там идет очень мощная очистка организма. Вот реальная, прям вот когда вы начинаете употреблять булочки с псилиумом или хлеб с псилиумом, начинается очистка. И это можно в этом убедиться, ну вот, своими походами в туалет, скажем так, да, первые дни, реально, прям реально идет чистка мощная организма, кишечника. Не знала. Выводятся все шлаки из организма. И вот этот вот хлеб с псилиумом, псилиум вообще превращается в гель, когда разводится водой,
То же самое он обволакивает стенки кишечника и желудка. И все патогенные инстанции, они не попадают и не всасываются в кровь. То есть не попадает, все это выводится, все шлаки. То есть это очень полезный хлеб. Ага, а как часто можно его употреблять? Ежедневно. Ежедневно. Мы едим дома ежедневно. И как бы он самый такой у нас топовый, востребованный хлеб. Твой самый любимый какой? Мой самый любимый хлеб, вот булочки с псилиумом, бородинский. Я вообще, честно говоря, тоже сама не особо любитель хлеба, на самом деле. Я очень люблю свой хлеб на закваске с семенами, там идет мочка семян льна. Это опять-таки профилактика вплоть до онкозаболеваний тоже идет. Семена подсолнечника, семена кунжута. Да, то есть это тоже такие жесткие инстанции, которые вычищают кишечник. А вот этот вот хлеб с семенами, я люблю классический бородинский. Я люблю тоже очень бородинский люблю с салом. бородинский. Он такой ароматный, кориандр, мы очень любим кориандр вообще, да. И я люблю булочки с псилиумом. То есть это вот 3 хлеба, которые я ем постоянно, ежедневно. И насколько вот у нас сегодня население готово перейти осознанно на употребление ремесленного хлеба? Я думаю, вообще бы 100%, да. Ага. Единственный минус этого хлеба – это стоимость. Муку я не закупаю здесь. Ну, вот раньше, конечно, я пользовалась, там покупала алейку, тогда сейчас я не пользуюсь вообще, потому что я попробовала на алейке сделать заквасочный, на закваске хлеб, хлеб не поднялся. То есть это слабая мука, это непонятно что, значит, перемолотая, в котором нет белков, да, вот этой клейковины и так далее. Поэтому я приобретаю очень дорогую муку по технологии французской и итальянской. Вот это 2 вида муки. Ну, вот и я вожу это французская из муки, и итальянская, она есть представительство компании по Дальнему Востоку, я оптом закупаю там. Ну вот, исходя из того, что продукты дорогие, соответственно, и цены, да, вот да, конечно, люди вот этого не понимают просто. Да, во-первых, стоимость муки. Стоимость других ингредиентов, то есть закваска. Закваска кормится ежедневно, там, чтобы получилось 100 грамм закваски, в чистом виде, который я использую, да, то есть там уходит 300-400 грамм муки. То есть она кормится ежедневно, половина выливается, ну, то есть это обязательная технология. То есть я, естественно, должна возместить эти все расходы, конечно, да. Плюс ежегодно повышающая электроэнергия, плюс мой труд физический. Иногда бывает, что и до утра. Ну, вынуждена, да. Например, тот же безглютеновый хлеб, это вообще бешеные цены у нас в России. Ну, предположим, 400 грамм рисовой муки стоит там 180, 200, 230. А, простите, на один хлеб уходит те же 600-700 грамм. Очень дорого, очень сильно повысилась стоимость орехов, стоимость сухофруктов. Те же семена чиа. Семена чиа это вообще по золотой цене, там, да, 1 грамм, ну, прям как, не знаю, как шафран, наверное, или ваниль стоимость, вообще бешеная цена. Но в Якутске есть определенно сложившийся контингент, это мои постоянные покупатели, которым, предположим, даже некогда ходить ко мне, они прям, ну, предположим, в понедельник или пятницу звонят: Наташа, нам на неделю, там, вот есть одна семья, 4 гречневых, там, 4 бородинских, там, или 5 земгальских, ну, тут прям вот, и я для них прям готовлю, все это отправляю. И сейчас вот, конечно, вот мой перерыв вынужденный 9-месячный была в процессе рождения моего нового цеха, да, это мне в Инстаграме, когда я публиковала пост, там мужчина и 9 написал, месяцев, да? Прям ровно, он говорит: так у вас же целая беременность, ой, правда, ребеночек родился. Детище. Детище, да, это мое прям детище, я прям ревностно отношусь. Вот тут вот у меня тоже проблема это с моей другой профессиональной деятельностью, называется в той сфере профессиональная деградация, когда так ревностно ко всему относишься и не особо доверяешь работникам, да, поэтому у меня вообще вот проблема еще и помощника взять. А сколько вот помощников? В идеале было бы хорошо 2, но пока у меня есть силы и энергия, я пока справляюсь сама, пока мне нужно как-то психологически подойти, потому что очень... Я все это понимаю, ну, видимо, нужно переступить какую-то грань, очень дорогое оборудование, которое ломают и неправильно соблюдают технологии. Это, знаете, ремесленный хлеб, это не как пирожки замесить. Раз там муки навалил, там того, замесил, ой, нет, другое тесто, там опять воды бухнул, да, там идет вообще граммовка.
там 2-3 грамма плюс-минус уже То есть всё, точность, уже результат, да, вот абсолютная должна быть. точность. Мгм. Абсолютная точность — это весы в первую очередь. Мгм. Ну вот ремесленный хлеб, да, я слышала, что он даже вот по сроку хранения дольше, правда ли это? В отличие от При обычного. правильном хранении, да, вообще, конечно, в идеале, как пишут и как нам говорили, что нужно хранить там в деревянных хлебницах. Да. Ну где вот взять это? Мгм. Вот нет этой деревянной хлебницы, Мгм. сейчас же все пластик, да. Поэтому я советую использовать вообще, что, почему хлеб плесневеет? Это заражение же извне плесенью. То есть у вас где-то дома есть споры плесени. Мгм. Или, может быть, вы берете бэушный пакет и складываете туда. Мгм. То есть это должны быть стерильные новые пакеты вот из рулона. Раз Даже достали, от открыли. пакета зависит, Конечно, да? он должен быть новый, Ага. неиспользованный. Ремесленный хлеб можно, вот он испекся, вообще есть хлеба, у которых зреет мякиш. В первую очередь это бородинский, это ржаные хлеба. 6-8 часов минимум должен хлеб постоять, и только после этого можно его есть вообще по правилам. А мы же, вот, особенно дети советского детства, когда на пекарнях там покупали, Да, или свежий да. хлеб, чтобы он был теплый, вау, Корочку. там, корочку отломил, заживал. А на самом деле это неправильно, Нельзя. нет ничего полезного для организма. То есть хлеб должен выстояться какое-то время. В первую очередь это относится к ржаным хлебам, к серым хлебам, к ржано-пшеничным. Должно отстояться. Поэтому я вообще ржаной хлеб готовлю и с семенами вечером поздно, чтобы ночью он у меня выстоялся, и с утра начинаю его продавать. Либо там вечером, с утра приготовила, вечером начинаю продажи. Ну, как бы все по правильному, потому что я перфекционист, скажем так, да. А пшеничные, да, можно продавать пораньше. Вообще хлеб, если вот правильно хранить в герметичной посуде, может быть, это будет пластиковый какой-то сосуд, который вы накроете крышкой, да, но чистый, он должен быть чистый. И 10 дней спокойно можно есть хлеб. Он, конечно, будет черстветь, потому что жидкость будет теряться же. Что вы делаете? Вы сбрызгиваете водой, либо под кран там, чистой воды холодной, облили, включили духовочку там, на 200 градусов, минутка-две, все, вы достаете, у вас опять свежий хлеб. Точно так же в Как микроволновке. как свеженький. Да. Точно так же его можно замораживать до 3 месяцев. Вот, об Заморозили, этом я достали, слышала тоже. при комнатной температуре он отходит. Вот у нас, я думаю, 20 минут уже прошло, да? Так. Мы готовы продолжить. Сейчас Тесто- его надо, что? Снова, да? Нет, все, мы уже сейчас его раскатаем немного. Пусть это все уберем. От волнения у меня даже вот поверхность начала бегать. Обычно я готовлю, она не дергается. Ага. Вот, все эти унисара делим на половинку. Порядка 60-70 грамм. Ну, я уже определяю вес. Ну, если На у вас глаз. есть домашние весы, вот, пожалуйста, раз. Так. Ну, это профессионально, а мы сделаем, как бы мы же дома готовим, да? Все по-простому. Раз, Шарики, да? шарики, вот такой где-то. 2. Дальше 3. И вот так вот все тесто мы закатываем в шарики. Придаем ему идеально круглый Вид. да? форму, круглую форму. Диаметром где-то, возьмите обязательно линейку, да, дескать, шучу. Ну, порядка 15-16 сантиметров. Разогреваем на горячую сковороду. Так. В июле этого года, когда были пожары, Катя, может, помнишь, приезжала фотокорреспондент из Германии. Она очень известная, я прошу прощения, у меня вообще проблемы с памятью насчет имен. И вот она попросила безглютеновый хлеб. У нее вообще реально поставлен диагноз целиакия, то есть непереносимость глютена. Она не может есть ни ржаной, ни пшеничный, вообще никакой. А безглютеновый – это определенный вид муки. И она вышла на тебя? Да, она Нашла уехала в тебя? Бердигистях и говорит, я буду через неделю, вы могли бы мне приготовить? Как бы я вышла на вас, мне вас посоветовали, что вы. Я говорю, ну у меня безглютенового нет, говорю, давайте я вам вечером отвечу. И преподавателя я, как бы, у меня есть преподаватели, у которых я постоянно обучаюсь, да, как раз набор на безглютеновый курс.
А там, когда у тебя уже есть навыки, не надо как бы обучаться. Я попросила курсы без поддержки. То есть мне нужны были только технологические карты и видео, как это все готовит профессионал. Я приготовила. Хлеб такой красивый получился. Я приготовила, и она просто приехала и звонит. У вас получилось? Я говорю, получилось. А я ей не говорю, что как бы там. Я говорю, да, получилось, говорю, без проблем привезу. А результат, как бы я ж ведь не знаю, как она. Я говорю, вы знаете, это будет как подарок, говорю. Я говорю, вы же в Якутске еще долго будете? Оплатите, пожалуйста, только доставку. Я на такси отправляю. Она такая, нет, скажите, сколько? Ну, европейцы это совершенно другой человек. Да, тут бац, бесплатно, еще 2 булки хлеба красивых. И она мне вечером пишет, Наталья, вы знаете, она говорит, я очень много езжу по России и в разных городах. Она говорит, самый лучший хлеб был в Санкт-Петербурге безглютеновый, который я нашла. А теперь я поняла, он в Якутске. Ух ты! Я говорю, оставайтесь, я буду вас кормить. Ну, вот. Вот так вот вздувается хлебушек этот. Ух ты! Хоп, хоп, на вторую сторону. И когда переворачиваюсь, чуть опустится. Сейчас опять перевернем, опять начнет подниматься. То есть, ну, как бы весело. Дети у меня вообще любят этот хлеб очень. Педантизм в приготовлении еды – это в хлебе обязательно. Ответственность. Потому что чуть-чуть проворонил закваску, все, у тебя уже скисшая закваска, это вкусовые качества теряются. То есть ты все выливаешь и опять все заново. Все. Пусть чуть остывает, а мы займемся начинкой. Так, начинка у нас фарш, лук, да? Фарш, лук и специи. Так, значит, мелко нарезаем лук. Репчатый лук измельченный, соль, перец и ваши любимые приправы. Чуть-чуть я добавила совсем немного воды, и теперь мы будем начинять нашу пету. Я разрезаю ее наполовину. Так. И вот она, наша полость. Видите? И туда, собственно. Да, и сюда фарш. Фарш. Его надо тонким слоем, не маньячить. Мы, конечно, любим мясо, но оно просто не пропечет, не прожарится. И снова, да, на этот. И опять на сковороду. На сухой сковороде. Лучше, конечно, брать сковороду гриль. Но мы обойдемся, не у всех она есть. Сделаем упрощенный вариант на той же сковороде, на которой мы готовили пету. Таш, ну ты вкусно, хорошо рассказываешь, показываешь, делаешь. А проводишь ли ты мастер-классы? Вот есть желающие? Часто ли спрашивают? Интересно. Часто спрашивают, очень часто. Я проводила мастер-классы свои в Food Life, и потом работала шефом в кулинарной студии Food Life. И сейчас, конечно, в связи с полной занятостью в цеху и еще никак не могу закончить свой второй бизнес, приходится, ну вот смотрите, даже так красиво. Да. Может быть, можно сырое мясо. Кто-то, может, и любит сырое. Все переходим сюда. Пожалуйста, да? Да. Ага. А почему? Есть же тартар. А может быть, можно похрумкать? Ну, нет желания? Нет. Хлеб, я, как сказала, перфекционист, это я не могу так обучить и все. Надо вести человека, он же приготовит хлеб, получится, не получится, он же будет винить меня, правильно? А я не хочу чувства вины, ответственность такая, да, на плечах. Сейчас я не хочу отягощать себя такими обязательствами и не веду никакие мастер-классы ни по хлебу, ни по закваске. Я сейчас поняла, что я хочу быть ремесленником. Я хочу создавать крафтовые продукты, хлеб, сыр. Сыр тоже очень увлекательный процесс, но тоже не обучаю. Какие у тебя планы? Открыть лавку ремесленную свою. В центре хотелось бы. У меня даже прям вот визуально есть представление. Я же еще художественную школу, вообще гениальный человек, художественную школу еще закончила. У меня прям картинка перед глазами, какая должна быть у меня лавка. Ну все, наша пета поджарилась. Обжарилась. Надеюсь, что фарш тоже.
С кровью любишь? Немножко можно. А вот ты обломись, без крови. Ух ты! Пожалуйста. Спасибо, Наташ. Вкусно? Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты сегодня рассказала. И мы узнали, я точно, по крайней мере, узнала намного больше такой полезной информации о хлебе, о ремесленном хлебе. Спасибо тебе большое, что пригласила, впустила нас в гости, приготовила, накормила. Я тебе желаю, чтобы твои цели, которые ты поставила, обязательно исполнились. Спасибо большое, тебе Катя. еще раз. Спасибо, приходите ко мне еще, и я покажу вам еще блюда с сырами. Да, поговорим о сыре в Да, у следующий меня раз. как раз в 20-х числах февраля созреют красивые сыры, приходите. Я вас буду ждать. Спасибо. Спасибо. На этом наша программа подходит к концу. До встречи. Увидимся в эфире.